Балачықлар аққанда ве бұл байрам аққанда біз лев хамызны сейреттік шындыйсе біздің студиямызда мұсафыр болуын мақта. Білеміз ке бүгінда гүзел ве мұйым байрам қайдетіле, яғни педиатрлерінің күні ве тамамшу зенатның сайыбыны студиямызға давет еттік. Ве педиатр, бұтын дүния педиатрлер күні ақында біз мұсафырымызден лаф етечем студиямызда Анифе Зинабдиева, педиатр екімі. Селям алейкум, қош келдіңіз студиямызға. Сағылыңыз. Как настроение? Отлично. Как обычно начинается ваше утро? Обычно утро начинается когда просыпаются с первой дети. Будут дети всегда. А мы вас хотим поздравить с вашим профессиональным праздником и сказать вам сағылыңыз за все, что вы делаете, потому что ваша профессия действительно одна из самых важнейших в этом мире. Сағылыңыз. И хотелось бы поговорить все-таки, да, о вашей профессии. Почему вы решили стать медиком и педиатром? Именно педиатром вставать у меня такого решения, такой вот, да, истории, что я с детства мечтала стать педиатром, такого не было. Естественно, я хотела в медицину, я мечтала стать кардиологом. Да, какие-то высокие мечты, спасать людей от болезни сердца. Вот в планах детей вообще не было. Это случилось случайно. И когда я пришла еще в столь юном возрасте на приемную комиссию, и там была очень хорошая женщина, она со мной разговорилась и говорит, зачем идти на лечебный, да? Почему не педиатрия? То есть у меня вообще об этом мысли и не было, я никогда об этом и не задумывалась. И я очень сомневалась, потому что у меня же было твердое решение идти на лечебный факультет. А она говорит, если что, ну, если есть сомнения, всегда можно поменять направление. Таким образом я попала на педиатрический факультет. Все спонтанно, да? Все спонтанно, да. То есть я шла со своими документами совершенно в другое место, скажем так. Ну, на годы учебы особо не повлияли, да, изменила все. Вот когда я вот действительно влюбилась в профессию, в детей, это случилось на интернатуре. Тогда еще по распределению я попала в Херсон. В Херсоне как таковой у нас учебы не было интернатуры, да, там дефицит кадров, практика. Да, там сразу работать, помогать врачам или вообще быть сами полноценными врачами. Первый год я проработала на участке, да, участковым педиатром, ходила на вызова, приемы и так далее. А второй год я попала в роддом неонатологом. Вот тогда вот я увидела все волшебство, да, детей, какие-то вот невероятные создания, да, вот когда вот только ты можешь понять, вот что с ними происходит. Да, когда тебе их цвет кожи, их движение, их голос, да, о чем-то говорит. Вот это, ну, наверное, скажем, в моей практике, да, в моей работе были вот, ну, самое такое удивительное время, скажем. То есть на сегодняшний день вы нисколечки не жалеете о том спонтанном выборе? Конечно, вообще ни капли не жалею, я вообще себя уже не представляю вне педиатрии. Расскажите, какими качествами должен обладать человек, чья работа непрерывно связана со здоровьем детей? Ну, здоровье и детей, и взрослого всегда, да, уже предопределяет, это нужна ответственность. Потому что каждый твой шаг, каждое слово за собой что-то влечет. Во-вторых, в связи с детьми это всегда позитив, да, потому что дети очень чувствительны. Ребеночку и так плохо, да, и если придет мрачный, озабоченный своими проблемами доктор, да, ему от этого легче не будет. Он должен видеть живые, горящие глаза. Также нужно не бояться не знать чего-то. Медицина постоянно растет, развивается, изменяется. То, что вчера было правилом, сегодня уже поддается сомнениям и критике. Надо постоянно учиться, надо постоянно читать. То есть и быть открытым к знаниям, да. То есть это постоянная учеба, постоянный поиск
чего-то нового. Постоянный поиск информации, да, и достоверной, критически обдуманной информации. Мгм. А сейчас действительно непростое время для всего мира, и в условиях пандемии как нужно поступать родителям при обнаружении каких-то малейших симптомов болезни у ребенка? Вот, допустим, симптомы ОРВИ. Нужно ли сразу идти в больницу к доктору, или все-таки нужно подождать, переждать какое-то время, понаблюдать за ребенком и за его симптомами? Ну, конечно, не надо впадать, да, из крайности в крайность. Между прочим, как бы дети это самой большой безопасности, да, сейчас. То есть новая коронавирусная инфекция для них не так опасна. Сейчас сезон обычных сезонных простуд, ОРВИ, да, и самое главное в этом золотая середина, адекватность родителей. То есть и бежать не надо, и запускать процесс не надо. Вот. Надо увидеть золотую середину, адекватно, да. Каждая мама знает своего ребенка. Она по его уже самочувствию увидит тот момент, когда надо что-то делать. Что касается адекватности родителей, вот все-таки, да, с этим тоже иногда бывают проблемы, потому что родители, как правило, при малейших симптомах ребенка начинают паниковать, они заходят в интернет, пользуются советами различных блогеров, которые даже не являются медиками. Вот что скажете об этой ситуации? Насколько это распространено на сегодняшний день именно в вашей практике? Вот это, да, сейчас самая большая проблема, между прочим. Когда родители не доверяют врачам, но доверяют доступной интернет-источникам. информации. Источники бывают разные, с различной информацией, с чьим-то субъективным мнением, да, с чьим-то, скажем так, личными экспериментами, да. Поэтому очень важно много читать и учиться сортировать информацию, да, и не каждому источнику доверять. Потому что, да, еще бывают такие случаи, когда у некоторых детей могут быть похожие заболевания, но все-таки родители думают, что почему тому ребенку, они начинают общаться между собой на различных форумах, да, и почему ему прописали такое лекарство, а моему прописали такое лекарство. То есть очень много таких ситуаций, да, на сегодняшний день? Конечно, и даже передают схемы лечения, да, назначенную одному ребенку, вообще одному взрослому, и ее передают из рук в руки, как какую-то панацею, волшебную пилюлю, да, что одним можно полечить всех. Но каждый организм индивидуален. То, что одному подходит, да, не нужно другому. То есть об этом тоже надо родителям помнить. И не все дети одинаковы. И не все дети требуют вообще лечения. Потому что простудные заболевания, респираторные, все вот эти сезонные простуды, они должны быть в жизни каждого. Каждый ребенок должен болеть. Это нормально для его развития, нормально для создания его хорошего иммунитета, да? И не надо его залечивать. Да, у нас сейчас очень популярно лечить, что-то профилактировать, да, какие-то БАДы принимать, какие-то витамины. Но ребенку всего этого не надо. Ему надо полноценное питание сбалансировано и хороший уход, свежий воздух, прогулки, физическая активность. То есть и организм, вот я же говорю, настолько уникальный организм у детей, он самовосстанавливается, да. Со всеми инфекциями в большинстве случаев он справляется сам. Вот. Нам надо помочь ребенку только донести до мамы адекватную информацию, а маме обеспечить адекватные условия для ребенка. А я как-то читала тоже на одном из интернет-источников, что до того, как пойти в школу, ребенок должен заболеть минимум 50 раз. То есть ребенок идет в школу в 6-7 лет, и вот с момента рождения до достижения этого возраста где-то 50 раз он должен переболеть. Что вы скажете по этому поводу? Правильно ли это? Где-то так и получается, что, смотрите, ребенок начинает болеть сезонными вот этими вирусными инфекциями. Когда? Когда у него начинается усиленная социализация, да? То есть если ребенок до года сидел дома с мамой и папой, то он, естественно, меньше болел. У него было меньше контактов. Обычно дети начинают часто болеть, когда идут в детские сады. Да, начинаются большие группы, большая скученность детей. И тоже одна из больших распространенных ошибок, что родители не хотят отдавать своего ребенка в детский сад, потому что он там заболеет.
он и должен там заболеть, и должен болеть, и должен посещать детский коллектив, да. То есть за первый год детского сада ребенок должен заболеть 10-12 раз. Это нормально. То есть и даже когда родителям кажется, вот, он только переболел и снова то же самое, то есть это не то же самое. Этих вирусов более 200. И со всеми надо нам познакомиться, со всеми переболеть. Вот. Вот в данный сезон, когда, как вы сказали, да, увеличивается количество простуды, заболевших простудой, как все-таки родителям укрепить иммунитет своего ребенка? Ну, понимаете, для укрепления иммунитета нет сезонности, да, что вот сейчас лето или вот будет зима, перед зимой надо укреплять. То есть укрепление иммунитета – это наш образ жизни, да, то есть основа, да, сбалансированное питание, то есть круглогодично. У нас доступны фрукты, овощи, все мясные, да, продукты, рыба для ребенка. То есть ребенок круглогодично должен получать все витамины, микроэлементы из питания. Не витамины, не биологически активные добавки, а именно сбалансированное питание. Второе – физическая активность. Да? То есть это не телевизор, телефон, планшет для ребеночка, а детская площадка, лес, море. Также создавать нужно определенные условия в доме, да? Не приучать детей с ранних лет, с раннего возраста к сильному теплу, да? У нас есть нормативы температурные, у нас есть нормативы влажности для помещений, где находится ребенок. Не бояться лишний раз открыть окно. То есть от сквозняка дети не болеют, да? Много раз это родителям повторяю. От холода, от холодного пола, от мороженого. То есть это все нормально. Дети от этого не болеют. То есть можно и осенью, и даже когда немножко похолодало, и есть осенью, мороженое. и зимой. И даже скажу вам, что когда ребенок болеет, и даже когда болеет взрослый, и болит очень горло, то что лучшее лекарство – это мороженое. То есть клин клином. Можно так сказать. Очень интересно. А как часто нужно проходить осмотр у детского терапевта? Если нет никаких болезней, никаких симптомов. Профилактические осмотры различаются от возраста. То есть у детей до года, да, это ежемесячно. От года до 3 это каждые полгода. И дальше, старше 3 это раз в год. Раз в год. То есть дети школьного возраста, допустим, раз в год должны обязательно посетить педиатра. Обязательно должны. Там будет у них, соответственно, возрасту и медосмотры, какие-то анализы. То есть это у нас все прописано протоколом, и это как бы координирует участковый педиатр. Анифия Ханым, в каждой профессии, как правило, есть как положительные стороны, так и отрицательные, даже несмотря на то, что человек очень любит свою профессию. Какие бы положительные стороны, да, мы вот уже назвали, да, но все-таки какие отрицательные стороны есть в вашей профессии? Отрицательные стороны, да, мы не будем сейчас говорить там о несовершенстве системы или еще чего-то, да, там о большом маркетинге в медицине, да, то есть это и шутка получается, и правда, что самая проблема в детях – это их родители. Вот. Вот родители, которые хотят срочно что-то сделать, да, вот для нашего человека всегда надо вот что-то делать, да, мы не можем оставить, и чтобы оно шло так, как и должно идти. Нам надо что-то делать, что-то вливать, какие-то примочки, какие-то баночки. И вот главная задача, вот получается, в лечении ребенка помочь родителям разобраться. Вылечить сначала его родителя, да? С потоком информации, поступающей вот со всех доступных источников информации. То есть помочь разобраться, да, что правильно, что неправильно, что нужно, что не нужно. Вот. И в большинстве случаев в последнее время мне очень нравится, все это получается. У нас есть, да, доступные источники интернет, Инстаграм, и родители очень хорошо идут в ногу со временем, в ногу развиваются вместе с медициной мировой, скажем так. Какой бы вы совет дали начинающим медикам, тем людям, которые только стали на эту стезю и выбрали профессию педиатра? Самое главное – это любить свое дело. Потому что если тебе это не нравится,
Если тебе все равно, перед тобой ребенок или взрослый, ну, тогда тебе в профессии делать нечего. Вот ты именно должен любить вот этого каждого ребенка, независимо от его родителей. Взрослые бывают с негативом, бывают с позитивом, но ребенок для тебя должен быть всегда хороший. И второе, самое главное, это не только для педиатрии, но и для медика вообще, это заниматься самообразованием. Потому что это самое главное, да? Без самообразования, без новой информации, без новых мировых рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, ну, мне кажется, медицина наша пойдет ко дну. Чох сағылны, что посетили нас сегодня. Мы вам желаем успехов в дальнейших ваших начинаниях, в дальнейших ваших делах. И спасибо за ваш труд. Чох сағылны, хайырлы күндер. Бізім яйнымыз ісе девам ете сайғылы достар, невбеттегі қысымны сізін диққатыңызға тақдим етеміз.